Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В конце года принято подводить различные итоги. И сегодня об итогах деятельности мы поговорим с министром промышленности и геологии нашей республики Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Добрый день. В начале разговора хочу спросить, каким вам видится уходящий год, что получилось сделать, а что, к сожалению, нет. Мы все знаем обстоятельства с вами, которые не способствовали ускоренному развитию, в том числе и промышленности. Не буду здесь об этом говорить, но отмечу, что каждый коллектив, каждый производственник внес свой вклад для того, чтобы показатели не снижались, а даже при текущем рынке негативных тенденциях показывали не простой, но рост. К примеру, угольная промышленность. Понимаем те проблемы, которые связаны были даже не с добычей, а больше с транспортными вопросами, барьерами, которые возникали на их пути. Тем не менее, благодаря коллективу компаний «Колмар», ГОК «Денисовский» и «Наглинский», вводу объектов, которые они осуществили в сентябре, благодаря компании «Эльга-Уголь» с приходом нового акционера, которая показывает высокие объемы, компания «Якутуголь», вложившая значимые средства в модернизацию обогатительной фабрики и транспортных средств. Сегодня ожидаем по итогам года очередной значимый показатель, близкий к 20 миллионам тонн угля по году. У нас хороший прирост по добыче газа и транспортировке в связи с началом активной эксплуатации Чиндинского месторождения, запуском «Силы Сибири», который все могли наблюдать в прошлом году. И сейчас коллектив этих подразделений компании «Газпром» ставит новые рекорды. Но от них не отстают и другие компании, которые работают в том числе и в других районах нашей республики. Конечно, нефтяные компании показывают и ставят очередной рекорд. Вот недавно Тасюрях нефтегазодобыча достигла по объему добычи за прошедший период и выдала 15 миллионов тонн в трубопровод Восточная Сибирь, Тихий океан. Кстати, отмечу, что их достижение в бурении скважины было по достоинству оценено республиканской комиссией, потому что это был очень сложный проект, им занимались и геологи, и производственники, и они поставили не только российский, а даже международный рекорд. Мы наблюдаем снижение показателей в алмазодобыче. Все прекрасно знаем, с чем это связано. Когда люди вынуждены сидеть дома, экономить свои средства, искать возможность для заработка. Конечно же, никто не бежит в ювелирные магазины покупать дорогие изделия, поэтому спрос снизился и на ювелирные изделия, на алмазы, но видим, что сейчас рынок в этом направлении тоже начинает восстанавливаться. Этому способствует и приближающийся Новый год, рождественские праздники. Соответственно, надеемся на хорошие обновленные показатели по итогам последнего квартала, соответственно, ну и ожидаем хороших продаж и результатов по итогам января. Есть определенные негативные тенденции в лесной промышленности, снижение показателей, но отмечу, что здесь были приняты важные решения. Это по выделению средств для приобретения новой техники. Кстати, вот когда мы очень много говорили о пеллетах, и компания «Алмаз» у нас приобретла эту линию, скоро начнется ее монтаж. И в следующем году, соответственно, производство пеллет. Это возможность, кстати, для энергетики, переход на экологичное топливо. И значимую поддержку получила в реструктуризации кредитов Итимская лесная компания. Мы сейчас от них ждем удачного выхода и старта реализации их продукции на известной российской торговой площадке. Это новые рынки, это возможность повышения своих доходов, ну и, соответственно, прибыли, которую можно направлять на модернизацию производства, на расширение производственных мощностей. Есть и другие направления. За это вот сегодня мы проводили совещание по ситуации с пандемией в промышленности с руководителями.
хотелось бы отметить еще раз их значимый вклад, что несмотря ни на что, на борьбу с коронавирусом, каждый коллектив показал такие высокие результаты. И вот как черту подвести, например, хотя это не последний значимый показатель, возьмем золотодобывающую промышленность. На днях показатель в 7 тонн и превышение прошлогоднего рекорда показала компания «Полюс Алдан», 7 тонн выдала компания «Селегдар». При этом малые компании «Пояс Золото», «Дражник» и многие-многие другие превысили свои многолетние показатели. И когда сравнивают с прошедшими периодами, золотодобывающая промышленность, как и ряд других, показали исторический рекорд. Вот еще неделя впереди, я думаю, исторический показатель в 39 тонн золота по итогам 2020 года будет взят. У нас в республике по-прежнему очень остро стоит вопрос газификации населенных пунктов. Скажите, какие из запланированных проектов по газификации на следующий год можно назвать стратегически важными? И появились ли сдвиги по развитию газификации нашего региона в рамках соглашения между Якутией и «Газпромом»? Спасибо, что делаете на этом акцент, потому что масса обращений жителей Министерства промышленности и геологии в основном связаны с вопросами газификации. И даже зачастую в населенных пунктах решение проблемы дефицита газа. Это связано с теми процессами, которые проходили в 90-е годы, в 2000-е. Соответственно, сейчас эти проблемы, накопившиеся, необходимо решать. Так вот, если говорить о газификации, это продолжение. Кстати, хотел бы отметить, что не так давно был дан газ в село Талон. Жители села ждали этого несколько лет, с момента, когда были проложены в том числе внутрипоселковые трубы. Спасибо главе республики, правительству, конечно же, депутатам Государственного собрания ЛТМН, которые поддержали этот проект. Он был успешно реализован, и уже в первые дома поступает газ, и люди пользуются полноценно этими благами цивилизации. О продолжении. Это, конечно же, в связи с мероприятием, предстоящим в 2022 году, продолжение газификации по селу Бердигистях, расширение и работы в селе Талон, о котором сейчас сказал, конечно же, в Чурапче и в Верен-Кёле. Это о продолжающихся объектах. Мы будем решать вопросы, связанные с безопасностью, с надежностью энергоснабжения. В декабре состоялось, я считаю, значимое совещание в Министерстве финансов Российской Федерации, в Министерстве энергетики о привлечении средств в газотранспортную инфраструктуру для решения многолетних проблем, потому что газопроводы были построены в 60-е, 70-е годы, и вы понимаете прекрасно, что необходимо делать обновление. Один из наших основных операторов, с учетом мы понимаем, что сегодня появляется «Сила Сибири», компания «Газпром», но пока ключевым для населения остается Сахатранс нефтегаз. Тем не менее, коллектив в 2020 году тоже провел значимые работы по повышению надежности энергоснабжения. И не только в прокладке труб, замене оборудования. Вот на днях открывали центральный диспетчерский пункт, где газотранспортная система Центральной Якутии видна как на ладони, и операторы могут вести не просто текущую рутинную работу, а проводить анализ, принимать срочные необходимые оперативные решения. Хотелось бы отметить, конечно же, и ответить на ваш вопрос по «Сила Сибири». Соглашение, которое было подписано главой республики и руководителем компании «Газпром», уже сегодня запущено в работу. Предусмотрены более 68 миллионов рублей на 2020 год на разработку проектно-сметной документации. Я напомню вашим зрителям, которые не в курсе, либо кого это интересует, что эта программа касается 4 муниципальных районов. Если идти с запада — Ленский район, Алёкминский, Алданский, Нерюнгринские районы. Уже в следующем году рассчитываем, что до 8 населенных пунктов с дополнительным внесением корректировки в бюджет, которые предстоят по итогам первого квартала, и предусмотрение доп. Средств, мы вот эти уже как минимум 8 поселений будем отрабатывать по проектно-сметной документации, которая является основой и базой
для дальнейшего строительства внутрипоселкового газопроводов. Компания «Газпром» также запланировала эти работы, уже сегодня ведет необходимое финансирование. Буквально за 5 минут до эфира мы этот вопрос обсуждали с одним из руководителей компании, чтобы здесь действовать синхронно и сверять все шаги, проводимые по этому направлению. Еще один стратегически важный момент – это сжиженный природный газ. Вице-премьер России Александр Новак как-то отметил, что до 2030 года рост мощностей сжиженного природного газа в мире составит 4,5% в год. Как Якутия будет привлекать инвесторам к проектам, связанным с сжиженным природным газом, и есть ли планы занять достойную нишу на этом рынке и претендовать на высокий уровень производства сжиженного природного газа? Очень интересный вопрос. И, кстати, удивительно, да, может быть, для некоторых показаться, но он перекликается с предыдущим вопросом газификации. Глава республики в своем послании, которое, я думаю, многие из вас наблюдали и с интересом следили, как это коснется каждого поселения, каждого гражданина нашей республики, сделал акцент и на развитии сжиженного природного газа. Мы действительно в течение ближайшего десятилетия можем выйти на объем востребованности сжиженного природного газа в республике 100 тысяч тонн. Это значимый, серьезный показатель, который требует и необходимых решений, и действий со стороны многих органов исполнительной власти, муниципальных образований, предпринимателей, инвесторов и многих-многих других заинтересованных сторон. Что это за направление? Первое, наверное, поскольку мы сейчас реализуем эту задачу, проводим необходимые расчеты, реализация пилотного проекта по газификации котельной, а затем и населенного пункта в селе Качекацы. Мы прекрасно понимаем, что строительство магистрального газопровода туда обойдется республике. И когда спрашивают, сколько, это и не миллион, и не 10 миллионов, и даже не сотни миллионов. Вопрос уже идет на миллиард рублей, если прокладывать туда магистральный газопровод. А вот как раз решение вопроса за счет автономной газификации позволяет снизить затраты на энергоснабжение и, соответственно, обеспечение более экологичным видом топлива не только этого поселения, еще раз скажу, это пилотный населенный пункт. Далее мы отрабатываем с Министерством ЖКХ, с Атомэнергомаш, мы уже понимаем населенные пункты на территории республики, которые мы можем газифицировать, так сказать, автономная газификация, куда может прийти, за счет сжиженного природного газа. Что нас отличает от других регионов в возможности реализации этого амбициозного проекта? Во-первых, наличие месторождений на нашей территории, наличие собственной газотранспортной системы и, конечно же, готовность и искреннее желание жителей, наконец, жить в современных, комфортных условиях, что можно получить как раз за счет прихода газа. И тема СПГ его решает. И наличие производства на нашей территории, которое уже достигает объема 20 тысяч тонн, и у нас есть сегодня ряд проектов по увеличению этих мощностей, соответственно, создают все необходимые предпосылки. Но помимо темы ЖКХ и газификации, это же, конечно, вопрос перевода транспорта на СПГ. Это вопрос, в том числе, и переход судов наших речных, которые по нашим бескрайним рекам перевозят грузы, и перевод железнодорожного транспорта. То есть вы видите масса направлений, по которым мы можем развиваться в использовании сжиженного природного газа. Помимо этого, Агентством привлечения инвестиций, поддержки экспорта совместно с ООО «Сжиженный природный газ» ведется работа по поставкам СПГ за пределы нашей страны. А у них сегодня есть потенциальные интересанты, с которыми они подписывают соглашения. Это опять-таки повышает и вероятность, и возможность того, чтобы мощности СПГ на территории Якутии расширялись. Мы ведем со стороны Минпрова совместно с агентством работу по востребованности нашего сжиженного природного газа и в близлежащих регионах. Думаю, все у нас совместно получится.
В последнее время очень часто обсуждается газомоторное топливо. Был даже осенью автопробег из Санкт-Петербурга в Мирный. Как планирует развиваться рынок газомоторного топлива у нас в республике? Есть ли у Якутии шансы стать, скажем так, пилотным регионом для реализации проектов по массовому переводу транспорта на газомоторное топливо? Вы знаете, мы действительно прикладываем значимые усилия для того, чтобы газомоторное топливо развивалось в республике. Арсений Сергеевич давал необходимые поручения, потому что он прекрасно понимает роль и вклад газомоторного топлива в благосостояние наших жителей. Это не только более экономичное топливо. Я напомню, что в разы выбросы от применения на автотранспорте газомоторного топлива, будь то сжиженный углеводородный газ или, как многие его называют, пропан-бутан, сжиженный природный газ СПГ, либо компримированный природный газ КПГ, метан, ну и тоже о нем многие уже сегодня знают и используют. Соответственно, в разы выбросы по ним превышают, чем от использования традиционного топлива. Я думаю, это сейчас как никогда актуально, когда во дворах стоят машины, из-за морозов вынуждены работать, в том числе и всю ночь, и каждый житель, наверное, был бы рад вздохнуть свободнее, потому что воздух в наших городах, в поселениях станет чище при его использовании. Ну и перейдем к другой теме. Расскажите, пожалуйста, о прошедших электронных торгах бивней мамонта. Это для Якутии первый опыт, и что он дал? Вы знаете, это, я уж прошу прощения, да, опыт не первый, попытки такие раньше уже предпринимались. Я бы сказал, что это первый успешный опыт. Мы начали эту работу с 2018 года. В ней активно участвовал на тот момент председатель правительства Солодов Владимир Викторович. И принятым решением, благодаря концепции, которую утвердил глава республики в 2018 году, сегодня эти торги действительно состоялись, реализовано практически 2 тонны бивни. Для чего это надо? Самый главный вопрос, для чего? Это формирование легального прозрачного рынка оборота мамонтовой кости. Чтобы человек на севере, который собирает ее в неимоверно тяжелых условиях, понимал, как корректно оценивается его труд, сколько на самом деле стоит тот материал, который он добыл и сдает в пункт, либо реализует его сам предпринимателем. Соответственно, он может уже требовать справедливого вознаграждения за свою цену. К чему это ведет дальше? Это ведет к понятной, формированию полной базы налогообложения. Это те налоги, которые потом поступают в бюджет муниципальных образований, поступают в бюджет республики. Это очень важно, что те средства, которые на этом заработают жители арктических улусов, они будут их тратить в своих поселениях. Соответственно, это возможно для развития малого предпринимательства. Мы предпринимаем сейчас очередные шаги. Председатель правительства дал поручение по формированию республиканской площадки, на которой будут реализовываться и другие материалы. Соответственно, повысится интерес со стороны различных кругов и общественности к этой площадке, а это, как правило, должно положительно сказаться и на цене реализуемой мамонтовой кости. Мы эту работу продолжим дальше совместно, но хочу отметить, что площадка – это не панацея. Один из важных вопросов, который мы совместно с Союзом, Торгово-промышленной палатой еще дальше продолжаем реализовывать, это организация переработки мамонтовой кости на территории республики, потому что это совсем другой и уровень жизни, развития, в том числе промышленности и развития производства у наших предпринимателей. Максим Викторович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и с наступающим Новым годом. Спасибо вам. С Новым годом, с наступающим Рождеством ваших зрителей. Всего самого доброго в Новом году. Это была программа «Актуальное интервью». Об итогах года уходящего и планах на будущее мы говорили с министром промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Максимом Терещенко. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.